Шэньнун, китайский император, уснул во время медитации под деревом, проснулся в ярости. Подали горячей воды для успокоения, в чашу упали листья. Так 8 миллионов лет назад появился чай. Польза чая как раз и трактуется в Древнем Китае прежде всего как лекарство. В новом музее лекарства на любой вкус и цвет. Чаи зеленые, черные, белые, красные и даже бирюзовые. Всего в мире 7 видов и более 1000 сортов. В Японии заваривали вот такой вот порошок и передавали чашку по кругу, как трубку мира или символ объединения. В Китае каждый пил из отдельной чашки. Так можно было познать себя, количество рыбок, количество участников. Перед церемонией вот такого вот поросенка обильно поливали чаем. Символ наступающего года в Китае – символ богатства и молодости. А символ доброго стола – самовар. Чем больше на нем печати, тем больше побед на ярмарках и выше цена. Самовары семейные, тет-а-тет и даже эгоист. В них варили и суп, и компот, и чай. Редко кто задумывается, почему и у татар, и у русских чай называется чаем, а вся Европа говорит ти. Это и есть дружба народов. Китайский иероглиф «ча», он же чай, зародился в Китае, оброс церемониями в Японии, перекочевал в Монголию, оттуда на верблюдах в Россию. Вся история в одном музее. Благодаря его появлению туристы еще дольше будут пребывать в Тартарской слободе, в городе Казани и в целом Республике Татарстан. Мы ждем от 70 человек и выше, потому что музей достаточно большой, двухэтажный. На втором этаже время советское, чайная коммуналка и комната дауаники, татарской бабушки. Чай был гораздо у татар побогаче, так скажем. Во-первых, жимешляр, это всякие сухофрукты. На чай можно не только смотреть, но и пить. Чем еще заняться в зимние каникулы? Лилия Кашварова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.